Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және білім алушылар. Бүгін біз сіздермен заттардың орналасуын түсіндіретін ның қасында, яғни көмекші есімдер тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, сегодня наша тема ның қасында. Это мы так условно назвали эту тему. Вообще, эта тема называется вспомогательные слова, если дословно перевести грамматический термин көмекші сөздер. Что за это вспомогательные слова? Слова, которые помогают определить местонахождение предметов или направление действия предметов. Сегодня мы будем употреблять их именно в окончании дәдета жатыс септік, то есть местонахождение, не направление. Но вы также можете образовать не местонахождение предметов, а направление предметов. Итак, что это за слова? Здесь я так условно расчертила, может быть, вам будет непонятно, не совсем понятно. Самое главное в этом уроке выучить лексику, выучить все эти вспомогательные слова. А такая же схема, более наглядная, будет прикреплена к данному уроку. Сонымен, қандай сөздер? Когда мы говорим, что где-то что-то расположено рядом с чем-то, на чем-то, под чем-то, у чего-то, напротив чего-то. В русском языке это в большинстве какие-то прилагательные. В казахском языке они называются вспомогательные слова. Көмекші есімдер, көмекші сөздер. Для этого нам основной глагол, вот у чего, в чем, напротив чего, это слово мы должны поставить в элексиптік. Мысалы, ғимарат, здание. Ғимарат. Я надеюсь, здесь на ваше интуитивное знание подстановки правильных фонетических вариантов. Мың, ның, дың, дың, тың, тың. 6 различных вариантов, 3 группы. Ғимараттың. И дальше уже пошли. Вот оно, наше здание. Ғимараттың ортасында, это в середине, в центре здания. Ғимараттың ішінде, это внутри здания, в здании. В любом месте этого здания, не обязательно в центре, где-то. Но главное, что внутри. Ғимараттың ішінде. Ғимараттың үстінде – это над зданием или на здании. На крыше, например. Но также это может быть над зданием, где-то в воздухе. Или, например, тақтаның үстінде, мына жерде өшіргіш бар. Над доской есть какой-то предмет, например, картина. Ғимараттың астында – это под зданием. Также это не обязательно под зданием, там где-то, где был залит фундамент. Также может быть речь идти о нижнем этаже, о подвале. Ғимараттың астында. Астында – это ниже, под. Астында, ортасында, ішінде. Алдында. Вот здесь немножко наглядность не совсем понятная. Алдында – это перед зданием, у здания. Вот здесь есть 2 синонима абсолютно равноправные. Қасында и жанында. Это рядом. В любом месте, где-то рядом, в округе. Кстати, еще можно сюда дописать слово, близкое по значению. Айналасында. Это вокруг здания. Сделаем такой кружочек. Вокруг здания. Мысалы, ғимараттың айналасында гүлдер отырғызылған. Келесі, ғимараттың сол жағында, это с левой стороны, слева от здания.
Ғимараттың оң жағында, с правой стороны. И здесь правильное должно быть произношение. Оң жағында. Вот такой, как звук в английском. Ну, вы на вашем уровне уже знаете про правильное правозвучание. Просто здесь вот принципиально правильно произнести оң жақ. Не он жақ, оң жақ. Қасында сол жағын. Және ғимараттың қарама қарсысында. Вот наше здание, а здесь напротив еще одно здание. То есть это напротив. Ғимараттың қарама қарсысында. Еще такой момент, что вот все эти вспомогательные слова мы можем также употребить в другом падеже, и у нас будет уже не местонахождение предметов, а направление действия предметов. Например, ғимараттың сол жағына бар, иди туда, слева от здания. Немесе ғимараттың қасына қой, поставь туда, рядом с зданием. Ғимараттың үстіне көтеріл, поднимись на здание. То есть здесь у нас жағы стоит в жатты септік местном падеже. Если мы поставим барыс септік, дательно-направительный падеж, которого нет в русском языке, то у нас получится большой спектр употребляемости данных слов. Я прошу вас выучить все эти слова. Число их небольшое, но они очень употребляемые, очень нужные. И выполните, пожалуйста, все практические задания, которые будут очень полезны при усвоении данной темы. Назарларыңызға көп рахмет, сәттілік тілеймін.